Добрый день, уважаемые ценители искусства. Мы продолжаем рубрику, посвященную 80-летию победы над фашистской Германией. И хотелось бы нашим зрителям напомнить, что в 2014 году Карагандинским управлением культуры, архивов и документации был объявлен конкурс к созданию живописного полотна, посвященное участникам Великой Отечественной войны, то есть нашим ветеранам по Карагандинской области. И сегодня у нас в гостях карагандинский художник Евгений Ким. Евгений, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вы участвовали в этом конкурсе, и уже мы, естественно, знаем, что вы выиграли этот конкурс. И по итогам было создано большое полотно. Хотелось бы у вас спросить, почему этот конкурс был объявлен в 2014 году? Ну, по понятным причинам, потому что уже к маю 2015 года, А это юбилей да, был, к да? юбилею, к 70-летию Великой Победы, полотно уже должно было быть представлено. Масштаб работ был очень большой, с поставленной задачей и заканчивая размерами. Поэтому целесообразно решили провести конкурс раньше, чтобы уже хотя бы в начале 2015 года можно было приступить к исполнению непосредственно полотна. Мгм. То есть был... У нас вот в музее хранится вот этот эскиз, да? Я правильно говорю? Да? Это Да-да-да. эскиз к большому полотну. Вообще сложно ли было выиграть этот конкурс, во-первых? И хотелось бы спросить, идея композиции, и кто здесь изображено? Ну, да, нам разослали, соответственно, тех задания. Конкурс был объявлен только среди членов Союза художников. Мгм. Соответственно, нам были разосланы тех задания. Вот. После ознакомления с ним, то есть там было написано, что это должен быть групповой портрет, состоящий из 45 человек. Хочу напомнить, что на тот момент Карагандинская область включала в себя также Жезказганскую, Мгм. поэтому список ветеранов расширился. Почему 45 человек еще? Это герои Советского Союза и полные кавалеры всех трех степеней Мгм. Ордена Славы. Вот. Соответственно, после ознакомления я, конечно же, решил обратиться к опыту предыдущих лет, посмотрел вот эти групповые портреты ветеранов, и это очень сложная задача в плане того, что это должны быть лица узнаваемые, и, во-вторых, групповой портрет с таким большим количеством лиц, казалось, что это как-то будет выглядеть скучно, если их поставить просто в ряд или как на общей фотографии посадить. Вот. Поэтому начались поиски решения этой задачи. Еще вот можно было пойти по двум путям. То есть казалось бы, что это праздник, но, как мы знаем, это праздник со слезами на глазах. Да. Поэтому либо можно было сделать какую-то такую позитивную работу, то есть солнце, ветераны стоят. Но мне почему-то показалось, что чтобы хоть как-то отдать дань ветеранам, нужно было показать какую-то суровую такую работу, показать тяготы и лишения. Да. Вот. Ту И атмосферу. самый такой трагический момент в плане того, что люди уходят в неизвестность за горизонт, отправляются на фронт. Вот. Поэтому возникла такая идея, что Вот это вереница как раз. вереница людей, Да. уходящая за горизонт в неизвестность, да. И плюс, так как это наши земляки, то, соответственно, хотелось показать именно Сарыарку, то есть Копай-город, вот Вот здесь. да, в левой части, то есть шахтерский городок. Да, мы И видим здесь терриконы, видим. да-да-да. И Мгм. вот, соответственно, Мгм. но так как вереница уходит от нас, от меня все-таки требовались портреты, решили сделать, что они как бы на мгновение повернулись к нам с обращением, с прощальным взглядом, можно сказать, да. И это еще как бы символизировало напоминание нам о том, чтобы мы не забывали о принесенной жертве и, как
как бы ценили то, что было для нас сделано, и то, что мы Что вот продолжаем жить происходило, да. благодаря их жертве. Евгений, а скажите, окончательный размер полотна, помните? Да, 2 на 4 метра. 2 на 2 на 4, 4 2 на метра, да. 4 метра. Это скорее даже как, ну, почему-то это называли панно, хотя на самом деле это ну, с танковой тоже живописью не назовешь, потому что она, Она панорамная. да, монументальное полотно скорее вот так. Да. Да. Также в фондах нашего музея хранятся эскизы к этой работе. И вот одно из них перед нами, она сделана, я так понимаю, с ангиной, да, углем? Уголь. Уголь, да? Вот. Скажите, пожалуйста, задача, цель и задача этого полотна должно было быть портретное сходство, достоверность лиц героев наших. Хотелось бы спросить, кто здесь изображен и где вы брали фотографии этих людей? Я понял. Ну, смотрите, вот после того, как эта концепция была утверждена, то есть уже начался поиск непосредственно компоновки и расставления, ну, людей. Потому что это реальные люди. Вот. Спасибо Краеведческому музею, они мне предоставили материал. Наш Карагандинский. Да. То есть там был список и фотографии. Ну, скажу, что с фотографиями было сложновато, потому что где-то были перепечатанные какие-то вещи. Ну, то есть качество оставляло желать лучшего. Где-то с военных билетов маленькие, совсем крохотные фотографии, да. Ну, есть сайты в интернете, где полный список героев. Это российские сайты, казахстанские. И вот там начался поиск сличения, так как очень много однофамильцев, и как бы тут очень важно было не ошибиться. Вот. После того, как я весь список этот собрал, так, завел в компьютере отдельную папочку, то есть человек и досье, то есть прочитал про каждого. Почему еще это было сделано? Чтобы прочувствовать получше. И вот правильно сказали, в плане достоверности, это разные роды войск, то есть у нас здесь и летчики, и артиллеристы, и пехотинцы, да. И поэтому как бы, ну, важно было бы еще этот момент соблюсти. Вот. И кого здесь мы узнаем? Пару фамилий буквально. Хочу сразу сказать, я компоновал, то есть никаких привилегий или, ну, как бы не было, только исходя из найденного материала. То есть чем лучше фотографии качественнее я находил, тем, соответственно, ну, этот человек выходил на передний план. Ну, то есть композиционно расставлял их именно так. Ну, из таких самых узнаваемых, как бы, это вот Нуркен Абдиров, затем Мамраев. Наши земляки. Да. Корниенко, Сулейменов. Уже тоже композиционно за людьми обозначили уже город Копай, да? Вот здесь вот как раз-таки вот этот обоз, здесь должен быть всполох быть, да? Да. Здесь, чтобы создать движение, сделали вот этот вот подводу, ну, обозы, уходящие, вереницу. То есть, ну, вот для массовки вот это именно вереница сделана. Все, что стоят к нам лицом развернуты, это вот именно те 45 человек. Хотелось бы сказать, что уже 10 лет прошло. Тоже своего рода юбилей, дата какая-то определенная для этого полотна. Это полотно, естественно, находится в фондах нашего музея, потому что по результатам конкурса оно должно было перейти в наш фонд. И к этому большому полотну есть еще разъяснительное полотно, то есть они обозначены цифрами у вас, да, чтобы смотрящий мог узнавать их и прочитать посписочно, кто из них кто. Вот. Вам большое спасибо за это полотно. В действительности, как вы сказали, что это полотно – это дань памяти нашим героям, и чтобы мы действительно помнили об этом, об этих страшных годах, чтобы это не повторилось. Евгений, мы тоже вот сейчас, в этом году, мы отмечаем 80-летие Победы. Уже, я же, как говорила, 10 лет прошло, и, конечно же, наш музей тоже участвует во всех этих проектах. И вот в этом году мы сделали такой проект совместно с Союзом поэтов нашего города Караганды. И здесь, вот в этих открыточках, на этих открыточках с обратной стороны стихотворений наших поэтов,
А с этой стороны иллюстрации, виды работ из фондов нашего музея. И самым первым вот этот вот набор открывает ваша работа. Вот она перед вами. Этот набор альбомов очень многим уже распространено. Они находятся и в библиотеках, естественно, во многих музеях, и участников, и у родственников ветеранов нашей Карагандинской области. И хотела бы, чтобы тоже в вашем архиве был вот этот набор открыток. Спасибо большое, что это было большой честью для меня, выполнение этой работы. Это самое малое, самое скромное, что я мог как бы выразить и отдать дань ветеранам. Вот. И вам спасибо большое, что проделываете такую работу. Замечательные открытки. Спасибо большое. Большое спасибо.